итеп Рөстәм Хәмитов тәгаенләнгән. Начальником управления коммунального хозяйства Уфы назначен Рустем Хамитов. Өфөнең коммуналь хуҗалыгы идара итәкчесе итеп Рөстәм Хәмитов тәгаенләнгән. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Вы слушаете «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщения прочитаны в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро. Здравствуйте, мы начинаем разворот на «Эхе Москвы» в Уфе. Сегодня у микрофона Елена Черкова. Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Номер для смс-ок напомним. +7 927 304 10 51. Пишите нам сообщения и пишите нам сообщения в Телеграме. Трансляции на Ютубе и на Фейсбуке у нас сегодня также запущены. Можно нас там смотреть. Что мы еще должны были напомнить? Ой, много чего напомнить. Давай напомним. Хочу проанонсировать. Во-первых, в рамках нашей программы «Разворот» во второй части в гостях будет Салават Хамидуллин, один из соведущих, один из соавторов, да, по сути, главный автор программы «История башкирских родов», которая выходит в нашем эфире. Также руководитель автономной некоммерческой организации «ШЖР». Поговорим о разном, о религии, о языках, о Башкирии как таковой, поэтому вопросы нашему гостю уже можете присылать. Также скажу, что сегодня в программе «Персонально ваш» после обеда, после 15 часов в гостях будет общественный деятель, политический деятель Айрат Дильмухаметов. Тоже, в принципе, вокруг этих тем мы сегодня пройдем. Вопросы тоже можете присылать. Ну и, конечно же, дилетантские чтения, которые 27 января, чуть менее 2 недель осталось, пройдут в Уфе, в гостинице «Уралтау», бывшая «Атолла», здесь на Гоголя 72, на тему «Высоцкий жив или остался в прошлом». Мероприятие будет проводить обозреватель радио «Эхо Москвы» Антон Орех, также он ведущий и автор проекта «Один Высоцкий». Вместе с ним к нам приезжает Максим Курников, заместитель главного редактора «Эхо Москвы». Значит, и вместе с Антоном Орехом они это мероприятие проведут. Билеты уже продаются на сайте кассы.ру. Ссылка для прямой покупки билетов есть. Прямая ссылка для перехода на эту страницу прямо на сайте «Эхо». На сайте «Эхо Москвы» в Уфе, на главной странице справа баннер вы увидите. Пока билеты, кстати, доступны, и первая часть билетов продается по наиболее доступной цене, поэтому торопитесь, не откладывайте на последний момент, покупайте и планируйте вечер 27 января, это воскресенье, для культурного мероприятия вместе с «Эхом Москвы» в Уфе. Вот. Ну и обзор прессы у нас сегодня в начале эфира, фрагмент программы «Персонально ваш», голосование. Сравним результаты опроса Левада-центра с аудиторией «Эхо Москвы» в Уфе, насколько, соответственно, эти данные похожи. И во второй части, как я уже говорил, гость Салават Хамидуллин. А начнем мы с обзора прессы. Начну я, наверное. У меня сегодня много материалов про Уфу. Тут вот, например, есть продолжение истории с заповедником Шульган-Таш. Помнишь, там было... Про туалет. Про туалет, но тут уже другой штраф. Как думаешь, за что на этот раз? Так, я ума не приложу. Забор и штраф в 200 тысяч рублей. Забор был установлен на территории заповедника в нарушении законодательства, пишет нам портал ПроУФУ. Белорецкий межрайонный суд рассмотрел административное дело в отношении государственного заповедника Шульган-Таш по факту нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Об этом сообщает, собственно, само управление по госохране памятников. По материалам дела руководство заповедника в нарушении федерального законодательства установило забор в пределах границы территории объекта культурного наследия. Поэтому по решению суда заповедник, да, получается, как хозяйствующий субъект. Да, как субъект был оштрафован на 200 тысяч рублей. Решение в законную силу пока не вступило. Ну и вот ПроУФУ нам напоминает, что 19 декабря Верховный суд Башкирии рассмотрел и оставил без изменения решение Белорецкого межрайонного суда
который оштрафовал директора заповедника на 15 тысяч тогда рублей за то, что он установил на территории этого заповедника туалет для туристов. Напомню, благоустроенный туалет с горячей водой, с дверьми и так далее. То есть не типа сортир, который, к сожалению, у нас практикуется не только в заповедниках, но и везде по стране, можно Вот сказать. так вот нельзя. А пишут, для чего забор был поставлен? Цель этого забора была какая? Ну, наверняка не просто так. Да? Можно Не ради попробовать удовольствия. посмотреть пока на сайте самого госуправления. А я пока почитаю дальше про Уфу. Итоги исследования настроений жителей города России. Оказывается, жители Уфы довольны своей жизнью. Вот так вот. Исследование провел финансовый университет при правительстве России и составил соответствующий рейтинг. Значит, что здесь получилось? Всего 78 городов были исследованы с населением больше 250 тысяч человек в каждом. По результатам стало известно, что большинство населения крупных городов удовлетворено своей жизнью. По итогам последних месяцев процент тех, кого радует их жизнь, включая интересы и работу, составил аж 82%. В частности, среди опрошенных уфимцев таких 83%, чуть больше, чем в среднем. Да? В завтрашнем дне уверены многие россияне, лидирующие позиции в этой категории занимают Ижевск, Набережные Челны, Казань, Уфа и Севастополь. Самый высокий уровень уверенности в будущем своих предприятий отмечается в Ярославле, Грозном, Тюмени, Красноярске и Новокузнецке. Вот такие вот совершенно разные города оказались в одном списке. Слушай, комитет по охране памятников пишет, что управление, точнее, что это какой-то забор-накопитель. Тебе говорит что-нибудь эта фраза? Про накопитель. Возможно, речь идет о накоплении снега, например, но это как-то для сельхозугодия актуально. Так, в общем, или иначе, был просто поставлен забор. Медиакорсеть, перейду к ним. В Уфе полицейские в отделе избили следователя. Ух ты. Вот так вот. Странная история произошла в Уфе, в Демском отделе полиции. Дема, смотри-ка, меня преследуют эти прикольные истории, то есть Ральтамак-то Дема. Это было еще в декабре 2018 года, как пишет Медиакорсеть. Но вчера стоит отметить, что Следственный комитет тоже распространил эту же информацию. В отделение полиции номер 11 пришли двое следователей из следкома. Им нужно было осмотреть помещение в рамках некой доследовательной проверки. С собой они взяли двух понятых. Но что-то пошло не так, пишет Медиакорсеть. По версии следствия, местным полицейским это по какой-то причине не нужно было. Они выпроводили гостей за пределы полицейского участка. Причем не ласково попросили удалиться. Ну, пожалуйста, удалитесь. А выкинули с применением насилия. Теперь сами полицейские являются фигурантами уголовного дела по статье за превышение должностных полномочий с применением насилия. Срок за это предусмотрен до 10 лет лишения свободы. Что интересно, отмечает нам автор материала, в ходе доследственной проверки по этому делу об избиении уже сотрудников следкома, один из полицейских, который дежурил на, как это называется, проходная дежурная часть, да, попытался притвориться пострадавшим. Он предоставил справку о том, что у него в том конфликте была сломана рука. Однако в ходе проверки этот факт не подтвердился. Ну и сейчас проводятся следственные действия, об этом говорит и следком, плюс в МВД, в пресс-службе тоже прокомментировали эту ситуацию, говорят, что по факту произошедшего тоже проводится проверка служебная собственной безопасностью МВД. По ее результатам Следственный комитет принял решение о возбуждении уголовного дела, а в настоящее время ОРЧ, оперативно-розыскная часть, собственной безопасности, господи, какие буквы тут, продолжает оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела. Что интересно, вчера на ПРУФУ днем вышел материал Рамиля Рахматова под заголовком «В Уфе следователи сломали руку полицейскому во время несения службы». И тут та же история рассказывается с другой стороны. По версии ПРУФУ, вечером 14 декабря в дежурную часть ОП номер 11 внезапно вломились 4 человека. Со слов источника, одетые в гражданское, 2 мужчин и 2 женщины, не показав документы, начали кричать на полицейских и требовать журнал задержанных и доставленных лиц. Отдел полиции «Режимный объект», напоминает нам Рамиль Рахматов, и просто так в дежурное помещение не попасть. Но данные лица дождались, когда из дежурки выходила следственно-оперативная группа отдела и проникли в помещение. Дежурные полицейские поначалу опешили, на всякий случай успели нажать тревожную кнопку. Незваные гости продолжали кричать и давить на полицейских, говоря, что они следователи СКР. Как позже выяснится, одним из них действительно был старший следователь Ленинского межрайонного следственного отдела Михаил Кузнецов.
В общем, по версии про Уфу, на самом деле, действительно завязался некий конфликт, но руку в итоге сломали полицейскому, дежурившему в отделе полиции Демы, а не пострадал никто из следкома. И тут есть слова источника про Уфу, он не назван, анонимный. Непонятно, с какого перепуга комитетчикам понадобился журнал задержанных и доставленных за весну 2018 года. Этот Кузнецов до дежурки заходил к руководству отдела, ему объяснили, что старый журнал в сейфе, приходите завтра, когда будет хозяин сейфа. Зачем понадобился последующий абсурд с забеганием в дежурку, я не понимаю. У них была черная сумка, наряд мог принять их за террористов и открыть огонь. Но самое бредовое, что крайние сейчас хотят сделать в полицию. Руку сломали дежурному, и сейчас еще под статью подведут. А наше руководство трусливо умыло руки. Вот это уже настоящее дно, комментирует случившееся собеседник про Уфу. Казалось бы, да, какая-то вот это история. Санта-Барбара. Санта-Барбара, Слушай, более того, это силовые ведомства между собой не могут договориться. Казалось бы, да, им дружно жить надо, заодно работать. Вообще... А здесь некая, я не знаю, конкуренция, что ли, Так самое интересное, что в итоге туда приехала Росгвардия. О, третье ведомство. Ну, потому что вызвали охрану, приехала Росгвардия, но не смогла разобраться, кто короче, виноват в этом во всем. И кто важнее, кто главнее в этой Это истории. Потрясающе. Ну что ж, я думаю, мы Нет, будем конечно, следить за этим и дальше. Это очень странно. А тем временем также на медиакурсете о том, как Ради Хабиров ограничил передвижение мэру Сибая. Значит, во время заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям в Сибае он попросил мэра Сибая не выезжать за пределы города, пока ситуация с ликвидацией процесса окисления горных пород в карьере не разрешится. Дело в том, что в Сибае продолжается вот это вот выделение серы, газа из карьера. Рустем Ахмедкаримович, я запрещаю вам любой выезд с территории города, сказал Ради Хабиров. Город не покидайте до 1 февраля, даже если будут какие-то республиканские совещания. Пусть на них ездит ваш заместитель. Через 2 недели Ради Хабиров назначил повторное заседание, оно состоится 29 января. Ну да, там еще он поручил, чтобы Минздрав направил целый отряд врачей туда, в Сибай, на месяц. Сказал, узких специалистов отправить, там, аллергологов, пульмонологов, еще кого-то. И была там фраза, что, мол, как-то детям запретить на улицу выходить слишком часто и без надобности, чтобы не дышали этим всем. И еще коротко скажу о том, что есть такая некая итоговая статья, да, 3 месяца транспортной реформы в Уфе. Обсуждать планы с уфимцами не обязательно, так озаглавили свой материал также медиакурсети. Здесь главная мысль о том, что вот маршрутную карту и вообще план развития транспортной инфраструктуры Уфы вроде как выкладывали на сайт для обсуждения, но конкретно публичных слушаний по этому вопросу не было и не планируется. То есть город, в принципе, считает, что вот эти транспортные вещи, которые начали реформировать с приходом Ради Хабирова, можно решать вкулуарно, самостоятельно, без привлечения общественности. Более подробно на медиакурсете статьи. Коротенечко у нас еще буквально про одну статью хотела сказать. Подробно не буду ее читать. В Башкирии мать добивается права лечить больного сына за границей. Ребенку, у него спинальная мышечная атрофия, это материал на про Уфу также. Нужно собрать 45 миллионов рублей на препараты и на инъекции, которые делают спинной мозг. В России специалистов, которые этим занимались, нет, поэтому нужно, к сожалению, ехать за границу. Если кого-то заинтересовало, здесь есть реквизиты, как можно помочь этой семье на портале про Уфу, еще раз напоминаю. Ну что ж, время обзора прессы подошло к концу, и мы сейчас послушаем фрагмент программы «Персонально ваш». Вчера с Еленой Черковой общался политолог Сергей Лаврентьев, и обсуждали те же самые 100 дней Радия Хабирова, которые у нас на этой неделе, в пятницу, по-моему, да? Давайте послушаем. Да, 18-го. Возможно, руководитель исполкома «Единой России» Руслан Гисатуллин покинет свой пост. Почему сейчас об этом заговорили? На ваш взгляд, логично было бы предположить, например, отставку после выборов в Курултай, когда «Единая Россия» там упустила какие-то определенные свои места. Но прошло-то с сентября уже довольно много времени. «Единая Россия» потеряла места не только у нас. Это общефедеральная такая тенденция. И работать, руководить аппаратом – это не уж больно сахарное место. И я не думаю, что это именно для такого молодого руководителя, как Гизатуллин, так сказать, его. Вот. Тем более, что до этого там были достаточно опытные люди, которые не начинали свою карьеру с этого, а дорабатывали свою политическую карьеру. Здесь немножко другая. Поэтому такая я думаю, почетная ссылка? Ну, это не ссылка, а использование... Почетная пенсия, да? Да, использование опыта. В сентябре выборы руководителей республики, региона, поэтому здесь думается, что партийная структура, партия ищет какие-то оптимальные варианты.
Тем более, насколько я понимаю, Гизатуллин будет найдено, так сказать, его использование, потому что, по крайней мере, лично он ни в чем себя не запятнал и является достаточно перспективным политиком. Но для этого нужно попробовать его проверить на каком-то конкретном участке, главой района, например. Это серьезный момент. Настолько повышение, да? Я считаю, это повышение. Это повышение. Это реальная власть. Это не общественная организация, которая, в принципе, Единой Россией является. Ну, а то, что там предполагается... Рустам Ахмадинуров. Да, ну, это тоже нормальный человек, который работал уже в аппарате, был заместителем председателя исполкома в свое время. Человек он принципиальный, позицию он всегда имел. Даже в достаточно сложных условиях 8-летней давности, когда члены партии точно знают. В интернете это опять появились записи с тех партийных собраний, когда Хабирова исключали из партии. Единственный человек, который был против этого, публично, открыто, сказал, что я не согласен, был Ахмадинуров. 10 лет назад это было, да? Да. 2008-2009 год. Это был фрагмент программы «Персонально ваш». Напомню, что в гостях у нас вчера был бывший ректор БАКСУ, кандидат исторических наук, которого я неловким движением языка назвала доктором. Ну, ничего. Сергей Лаврентьев. Этот эфир можно посмотреть еще раз на нашем сайте эхомскауфа.ру, на Ютубе в нашем канале «Эхо Москвы в Уфе» и на Фейсбуке. Но мы сейчас будем менять тему, и давайте же голосовать скорее. Последние 2 дня об этом большинство СМИ написали, а вот мы решили сегодня обратиться к этой теме для того, чтобы ваше мнение, дорогие друзья, узнать. Более половины россиян выступают за отставку правительства, но претензии у них не лично к премьеру, имеется в виду Дмитрию Медведеву, а к властям в целом, поясняют социологи. Сейчас я читаю результаты исследования Левада-центра на сайте газеты «Ведомости». Итак, из опроса, который состоялся в декабре 2018 года, следует, что о желании отправить в отставку правительство России заявили 53% респондентов, против 33%. Против 33%, которые были в ноябре 2016 года, то есть выросли на 20%. Да. Нет, на 20. Основные претензии к кабинету — его неспособность справиться с ростом цен и падением доходов, неготовность обеспечить людей работой и недостаток заботы о социальной защите граждан. За последние полгода вырос общий скептицизм в отношении власти. Основные претензии по-прежнему к правительству, хотя уровень доверия к президенту тоже существенно просел. Происходит неуклонное ухудшение общественных настроений. Важно, что люди активнее отвечают на вопросы о претензиях правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы. Ну, то есть про президента менее охотно отвечают, а про правительство с удовольствием Интересно, отвечают. почему так? Вот вопрос. В чем он кроется? Да, это страх какой-то, я не знаю, пиетет главе государства, психология, скажем так, накопленная годами или нет. Но вопрос у нас к вам простой и вполне определенный. Хотим сравнить результаты, которые вот получил Левада-центр, и те результаты, которые покажем мы с вами, аудитория Уфимского эхо. Если вы, так же, как и 53% опрошенных, хотели бы, чтобы ушло в отставку правительство России, голосуйте по номеру 262 72 47. Если вы не хотите этого, у вас какие-то другие желания, пусть работает, тут правительство ни при чем, 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Итак, 262 72 47, номер телефона для тех, кто считает, что правительство России во главе с Дмитрием Медведевым должно уйти в отставку. Я подчеркиваю, речь только о правительстве, не о президенте, не о каких-то других органах власти. Конкретно Кабинет министров. 262 72 47, Кабинет министров должен уйти в отставку. 262 72 48, нет, не должен уйти в отставку Кабинет министров. Возможно, эта отставка, по вашему мнению, ничего не изменит. Кабинет министров вполне себе выполняет свою роль, которая ему отведена, исполняет распоряжение главы государства, который у нас за все отвечает, как известно, в стране. Поэтому что вы пристали к Кабинету министров? Пусть работает себе нормально. 262 72 48. Уходить к Кабинету министров никуда не нужно. Ну, вот расскажи, здесь... что ты думаешь? Я, кстати, за второй вариант однозначно, потому что, в принципе, в Кабинете министров собрались разные люди, лично я кому-то больше симпатизирую, кому-то меньше. Ну что, кабинет, на то и кабинет у нас в России, он наделен определенными полномочиями, не лишними, да, у кабинета их полномочий, то бишь, не так много. В принципе, так или иначе, с учетом той ситуации, которая вокруг страны у нас сформировалась, не усилиями кабинета, кстати говоря, на мой взгляд, они эту ситуацию разруливают, поддерживают, вынуждены принимать непопулярные меры, наверное. Но, опять же, у нас, как говорится,
мышь не пробежит без контроля и, соответственно, воли главы государства, который, как известно, не в кабинете министров работает. Поэтому не нужно так узко мыслить, да, нужно шире мыслить, и кабинет министров трогать я бы не стал. Поэтому призываю голосовать по номеру 262-72-48. Если вы со мной не согласны, если вы поддерживаете... Давай я буду кричать, как Давай. красная королева из Алисы, голову с плеч. Ну, сколько можно уже? Надо уходить, надо, чтобы все уходили. Кому уходить? Так у нас правительство вот сформировалось-то в мае месяце. Все равно. Нет, понимаешь, у нас очень интересно правительство формируется. Слава богу, министр здравоохранения хотя бы стала врачом. Ну, то есть на пост министра здравоохранения назначили человека, который имеет отношение хотя бы какое-нибудь. Вероника Скворцова все-таки врач. И по образованию она врач-невролог, я напомню. Но, по крайней мере, да, не как Голикова, который к медицине вообще отношения не имел. Шойгу, министр... Чего он у нас? Министр обороны. Который не служил в армии. Который не служил в армии, у которого нет никакого военного образования. Не знаю, насколько это правильное слово. Военной подготовки такой именно классической, да, армейской, там, службы и вот это вот. Ну, да, такое, ладно, ребят. был Сердюков, который вообще в пиджаке ходил, и говорят, что, в принципе, реформировал армию. Кто-то говорит, что неплохо, в принципе, все получилось. И если коррупционный скандал в сторону отбросить. Я не знаю, мне кажется, надо вот просто, чтобы что-то поменялось, надо вот весь вот этот старый состав, который с одного министерства в другое переходит, с одного кресла в другое, просто убрать и назначить нормальных новых людей. Ну, я бы, конечно, сказал, что, на мой взгляд, это ничего не изменит, но надо подводить итоги голосования. Давай нажмем стоп. Очень активное голосование. Ну что ж, тема такая, она, как говорится, хайповая, да, как принято говорить. И что мы с вами, друзья, получили? У нас цифры еще более радикальные, если можно так сказать. 86% согласны с опросом Левада-центра и тоже считают, что правительство должно уйти в отставку. И 14% считают, что нет. Спасибо за активное очень голосование. Мы прервемся на новости. После этого вернемся в студию с гостем Салаватом Хамидуллиным. Никакого секрета. 7:30 в Москве. Здравствуйте, в студии Константин Мирошников на Эхе Новости. В Магнитогорске сегодня начнется активная фаза демонтажа подъездов, поврежденных взрывом газа. Это сложная и многоступенчатая операция, которая затронет некоторых жильцов. Об этом ранее говорил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Самое главное – сделать это безопасно и максимально сохранив несущие конструкции здания. А работники этих предприятий, которые будут проводить эти демонтажные работы, тоже будут находиться в таких серьезных условиях риска. Поэтому нам очень важно проводить эти работы в светлое время суток. Нам очень важно проводить эти работы, соблюдая технику безопасности. Подписано распоряжение о финансовой помощи для обеспечения жителей подъездов номер 7 и номер 8 жильем. Это 101 семья. Якушев добавил, что на новое жилье для пострадавших уже переведено почти 150 миллионов рублей. Напомню, жертвами обрушения части дома в Магнитогорске стали 39 человек. Как минимум 15 человек погибли в результате нападения на гостиницу в столице Кении. По данным Рейтер, среди жертв есть британец, американец, остальные местные жители. С момента начала атаки прошло уже более 12 часов. Она началась с подрыва 3 автомобилей на парковке банка. Сообщается, что на данный момент полиция контролирует все здания комплекса. О потерях среди террористов не говорится. По некоторым данным, нападение совершили 6 вооруженных людей. Ответственность за теракт на себя взяла одна из исламских радикальных организаций. В прошлые годы ее сторонники уже совершали нападения на торговый центр и университеты. Британская парламентская оппозиция предложила голосование об отставке правительства Терезы Мэй. Это произошло сразу после того, как Палата общин проголосовала против плана премьер-министра по Брекситу. Глава Кабмина пообещала рассказать о дальнейших шагах к понедельнику. На этом фоне европейские страны начали готовиться к неупорядоченному выходу Великобритании из ЕС. О соответствующих мерах говорится в заявлениях властей ФРГ, Испании, Люксембурга и Бельгии. Государства пытаются минимизировать потери для своих граждан и бизнеса при развитии Брексита по жесткому сценарию. Аэрофлот не признает свою вину по иску пассажиров, не попавших на рейс в США. Заместитель гендиректора перевозчика в интервью РБК отметил, что клиенты компании опоздали, придя за 20 минут до вылета. Он назвал иск попыткой давления на авиакомпанию с целью привлечь внимание и в дальнейшем добиться заключения мирного соглашения на выгодных условиях. Сумма иска, поданного несколькими гражданами США, превышает $3,5 миллиона. Как стало известно накануне, американцев, пришедших на посадку за 20 минут, не пустили на борт, после чего они были вынуждены сутки провести в аэропорту и купить новые билеты. После изменения тарифов на ОСАГО цены у лидера рынка выросли почти на 5% в среднем. О первых результатах продаж полисов отчиталось Альфа-страхование.
населения. Как пишет РБК, средняя стоимость по России в результате изменения базовых ставок поднялась выше 6 тысяч рублей. Лидером роста стала Ивановская область. Там цены скакнули сразу на 17%. На прошлой неделе Центробанк расширил предельные размеры базовых ставок в обе стороны. Реформа рынка ОСАГО также предполагает изменение коэффициентов, влияющих на конечную стоимость. ЦБ прогнозировали, что в результате полисы должны подорожать в среднем не более чем на 1,5%. О погоде в столице сейчас за окном минус 7 градусов, пасмурно, давление 730 миллиметров ртутного столба, днем в Москве ожидается до минус 5, облачно с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица. Константин Мирошников, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Говорят, человек должен посадить дерево, построить дом, воспитать сына. Разумеется, не обойтись без поддержки, знаний и, конечно, финансов. Все просто. Чтобы легко финансировать, нужно верно инвестировать. Финам. Инвестируй грамотно. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» в городе Уфа, ООО «Финам Уфа». Солюбы 75. Телефон 216 11 22. 27 января в 18 часов в гостинице «Уралтау» по адресу Гоголя, 72 пройдут 4-е дилетантские чтения в Уфе с обозревателем «Эхо Москвы», автором проекта «Один Высоцкий» Антоном Орехом. Тема чтений «Высоцкий. Жив или остался в прошлом?». Приобрести билеты вы можете на сайте кассы.ру или в кассах города. Подробности по телефону 299 02 99. Количество билетов ограничено. Информационный партнер proofu.ru. В четверг, 17 января, с 4 утра до 12 часов дня услышать «Эхо Москвы» можно будет только через интернет на сайте echo.msk.ru. С 12 часов все передачи будут выходить в обычном режиме. Сегодня гостем программы «Персонально ваш» будет политический деятель Айрат Дильмухаметов. Вопросы гостю присылайте на номер +7 927 304 10 51. Слушайте эфир на «Эхе Москвы» в Уфе после 15 часов. По средам после 13 часов на «Эхе Москвы» в Уфе раскрываем результаты маркетинговых исследований и говорим с экспертами из различных сфер рынка. В программе «Включаем маркетинг». Ведет программу Виталий Пилипчук. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. В Уфе 2 полицейских подозревают в избиении следователей. В декабре прошлого года сотрудники регионального управления Следственного комитета прибыли в отделение полиции номер 11 Уфы для проведения доследственной проверки и осмотра места происшествия, помещений и задержанных, для чего привлекли 2 понятых. 2 полицейских применили против следователей физическую силу и вывели их из дежурной части. Как сообщает Следком, в превышении должностных полномочий подозреваются начальник дежурной смены и оперативный дежурный отдела полиции Уфы. Впоследствии один из подозреваемых представил фиктивную справку о якобы полученном переломе руки. В ходе следствия этот факт был опровергнут. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Бывший мэр Янаула подозревается в превышении должностных полномочий. После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего бывшего главы администрации Янаула. По данным следствия, чиновник вынес постановление о предоставлении начальнику местного отдела полиции 4-комнатной квартиры площадью свыше 60 квадратных метров в центре города. На основании этого документа с полицейским был заключен договор социального найма. Через 2 года жилплощадь безвозмездно передали стражу порядка в собственность в порядке приватизации. Право на получение социального жилья сотрудник органов не имел. В результате муниципалитету был причинен ущерб в сумме около 1,5 миллиона рублей. В 2015 году полицейский продал квартиру. В настоящее время ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.
Уфимских полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги, признали гражданскими ответчиками, а потерпевшую – гражданским истцом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Наиля Багаутдинова, это позволит суду в рамках расследования уголовного дела рассмотреть вопрос компенсации морального вреда пострадавшей. Ранее сообщалось, что адвокат дознавательницы Ирина Валиева отрицает, что пострадавшая требует моральную компенсацию. Багаутдинов уточнил, что сам иск не показали, сумма претензий не была озвучена. Также он добавил, что генетическая экспертиза готова, но результаты ее не огласили. Напомню, 23-летняя дознавательница заявила, что в ночь на 30 октября 2018 года в отделе МВД по Уфимскому району ее изнасиловали коллеги. Обвиняемыми по делу проходят начальник МВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник МВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району Павел Ярамчук. Все трое находятся в СИЗО. В конце прошлого года суд продлил их арест до 28 февраля. Салават Юлаев уступил «Авангарду». Матч состоялся 15 января в Балашихе. Счет был открыт командой из Башкирии на 9-й минуте. Во втором периоде гости матча сравняли счет. После этого команды забили по еще одной шайбе в ворота соперников, и до конца второго тайма «Авангард» забил еще один гол, вырвавшись вперед. В заключительной 20-минутке обе команды забили по 2 шайбы. Итог 5-4. Победа за командой, представляющей Омск. Сейчас, имея в своем активе 61 очко, Салават Юлаев занимает 6-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. В завершении выпуска о погоде. Сегодня в Уфе значительная облачность, слабый ветер, местами снег. Температура воздуха от -4 до -6 градусов. Сейчас за окнами облачно, 6 градусов мороза. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем разворот на «Эхе Москвы» в Уфе. Сегодня у микрофона Елена Черкова. Руслан Валиев, Никита Полянин, за звукорежиссерским пультом. Номер еще раз давай напомним. +7 927 304 10 51. Не забывайте подписываться. Ой, кто-то написал нам «Здравствуйте». Так трогательно. Доброе утро. И вам здравствуйте. Ну что ж, как и обещали, во второй части программы мы в студии не одни. У нас в гостях руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР Салават Хамидуллин. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. Напомню слушателям, вместе с Салаватом мы записываем программу «История башкирских родов», разбираем разные нюансы, скажем, там не только о родах идет Да, речь. Теперь уже мы отошли от родов и говорим гораздо шире о конкретных вещах исторических. И вот последние выпуски программ были посвящены и еще будут посвящены башкирскому национальному движению, появлению республики. Как раз 100-летие в этом году отмечаем, хотя, по мнению Салавата, и надо было это раньше делать, я правильно понимаю? Ну да, в 17-м году, то есть столетие-то было, если считать дату рождения, мы же даже не об образовании говорим, да, о рождении, то есть об провозглашении, принятии там каких-то программных документов, то это, конечно, конец 17-го года, как раз вот революционный год, и столетие, на самом деле, в 2017 году, то есть, 2 года назад было. Угу. Ну, собрались мы сегодня на тему, прежде всего, да, вашей статьи, которая вышла на портале про Уфу, и она посвящена деятельности Верховного управления мусульман республики. Вот здесь хотелось бы поподробнее остановиться. Поясните нашим слушателям, вот, посыл статьи такой, я уловил, то, что у вас есть как бы претензии, да, к деятельности Духовного управления мусульман республики. В чем суть этих претензий заключается? Ну, не у меня претензии, наверное, у большей части так называемых традиционных мусульман, а традиционный ислам, в общем-то, это вот, многие годы шли споры, что это такое, сейчас-то вот, в общем-то, определилось, то есть там весь спор, он яйца выеденного не стоил,
Традиционный ислам — это вот то, что как бы было до революции, да, то есть, в общем-то, пришли к общему пониманию, а все, что уже потом начало привноситься в ислам, вот уже в 90-х, в конце 80-х годов прошлого века, уже, так сказать, это уже новации, да, то есть какой-то стали элементы реформированного ислама, салафизма, ваххабизма начали внедряться. А то, что было до революции, вот традиционный ислам, сердцевина ислама, там было что? Было вот как раз вот это суфийское учение. Сейчас вот не будем углубляться. Вот суфизм — это вот общие признаки надо назвать. Да. То есть это, скажем, общее мировоззрение суфийское, да, и в основе, и была даже такая наука отдельная, тасаввуф, потому что по-мусульмански суфизм — это тасаввуф, суфизм — это все-таки европейский термин. Вот это была основа. И вот вдруг, как сказать, как гром среди ясного неба, тут делается такое заявление Аюб Бибарсов, потом муфти, что вот, дескать, все, мы отказываемся от суфизма, суфизм здесь не агитировать, так сказать, старикам здесь не место и так далее. Вот. Поэтому, естественно, все это было воспринято как, я не знаю, попытку, что ли, так сказать, чего? То есть реформации, что ли, ислама. Мы так и сами не поняли, к чему это было. Либо, значит, как вот здесь в статье излагается, как один из вариантов, что, возможно, это просто идет подготовка к выборам. Ведь сколько было попыток провести выборы в Дум, да, в Дум РБ, и постоянно под всякими благовидными предлогами они откладываются. На самом деле, вот просто это оттяжка связана с тем, что они, как вот мне кажется, и как вот кажется другим экспертам, кто следит за религиозной сферой, это попытка провести своего человека, да, то есть на человека не суфийских убеждений, который, значит, будет брать, в общем-то, возьмет курс вот на вообще вытеснение, маргинализацию суфизма, да? К чему это приведет, это, конечно, будет иметь очень большие негативные последствия. Тут к последствиям чуть позже перейдем, хотелось бы уточнить, да, если не суфизм, то они, ну, судя, потому что вот я как вас понял, да, если не пропагандируют, то, по крайней мере, намекают на то, что надо идеологию ваххабизма, да? В чем суть, опять же? Нет, понимаете, они же громогласно об этом не будут говорить, и тем более вот в свете последних событий, да, когда, в общем-то, вот была Грозненская, Фетва, после этого, значит, и государство вот через разные свои каналы недвусмысленно намекало, что есть традиционный суфизм, ислам, да, то есть это суфийский в своей основе. Естественно, они в открытую это не будут говорить, да, вот, но они вроде вот правильные вещи говорят, вот Масхаб, Абу Ханифа, но поскольку этих людей мы знаем, ведь они больше 26 лет сидят вот там, значит, в управлении, да, сначала на Гоголе, потом вон на этом, да, на Чернышевского. Мы их знаем, все прекрасно знают, кто они и что они собой представляют. Поэтому вот эти их заявления вроде как такие правильные, Масхаб Абу Ханифы, потому что в основе традиционного ислама лежал вот Масхаб Абу Ханифы, значит, и плюс суфизм, ну и плюс там, если мы говорим там об акиде, там матуридитская акида и так далее. Вот. Но мы-то знаем, что на самом деле, и к тому же, если они говорят, что вот они проповедуют ханафитский ислам, то ханафитский ислам-то он не отвергает, не отрицает суфизма. То есть они сами себе противоречат. Вот же тут каким образом вот это вот и вот эти их призывы могут способствовать результатам выборов, вот, о которых вы говорите, да, то есть нужно для них потому что выборов? Вот смотрите, когда вот они вот такое, и раньше они это вели, вот такую политику, она шла вот так подспудно, то есть они вроде как на словах говорили одно, делали другое, а тут они вот, так сказать, вот как я пишу, здесь совершили своеобразный каминг-аут, вот, и здесь им нужно избавиться вот от тех имамов, мухтасибов, вот, то есть имамов районов, да, главных, так сказать, священнослужителей там, тех или иных районов, которые на выборах, вот, скажем, голосовали бы против их там кандидата. Вот, и к чему это привело? Вот буквально там, по-моему, в декабре или в ноябре вот, прошлого года
уже имам Мухтасиб Давлекановского района вышел из состава значит, Дум. И многие, вот, то есть происходит вот такая ситуация. Они не согласны. Несогласные выходят из состава Думы, да, и в итоге не голосуют за там, да, чтобы нет, что у них там голоса не было. Приходит? А никто просто, они вот так скажем, разбазарят вот этот Дум спокойно вот так. Район сюда, район туда. То есть для чего тогда этот Дум создавался, в общем-то, 100 лет назад? Вот как раз вот мы говорим об образовании республики, но ведь из длительного съезда образования вот Дум Башкортостана, да? Вот. А вот, кстати, какая из религиозных организаций является правопреемником того самого Дума, да, который был 100 лет назад? Сейчас, я так понимаю, у нас 3 дублирующие организации. Нет, у нас есть. Вот как раз Дум РБ, он и есть. Значит, это правопреемник вот того... То есть Центральное духовное управление по России, оно не является? Дум нет, не далее, как бы это секрет Полишинеля, все об этом знают и понимают. Вот. Но тут, видимо, зависит от того, то есть степень независимости там, того или иного учреждения религиозного, там, все как решается у нас в стране, все на связи, да, вот, и надо смотреть просто, кто, так скажем, вот, в кавычках, кто их крышует, это Дума РБ, мы видим, что здесь Равиль Гайнуддин, это Совет муфтиев России, вот, который, видимо, там обладает настолько большими связями, что вот они, когда требования Хамитова, предыдущего главы РБ, проигнорировали, значит, и не поменяли руководство, то есть и вот сейчас они также себя ведут, то есть сейчас как бы кто сильнее окажется, Хабиров, так скажем, или Равиль Гайнуддин. Вот так, такая ситуация. Вплоть до этого, да? Вплоть до этого. Ну, вокруг Думы РБ также есть история строительства мечети Ар-Рахим, да? Против участия в этом проекте выступает главный благотворитель, которым был до сих пор благотворительный фонд «Урал». Да. Вот здесь как вы ситуацию прокомментируете? Ну как, я здесь по ситуации мечети знаю все, что, как и вы, только вот по СМИ, то, что вот у них там какие-то скандалы с аффилированностью, там, с нецелевым использованием средств и так далее. То есть вот эти скандалы, они очень, скажем, негативно сказались вот на имидже, вы знаете, да, то есть это вот того триумвирата, который управляет Думом РБ, я думаю, что тут уже комментарии излишни. По крайней мере, там мусульмане все об этом знают и, в общем-то, недоумевают, почему вот эта история, она тянется уже который год. А за последние месяцы, там, после прихода Хабирова, например, какие-то движения начались, вы не знаете? Они же вроде заявление делали, что вот якобы вот мы собираемся, значит, вот, скажем... Продолжать работу? Да, нет, зачем? Дума РБ вроде, Дума РБ. Вы про Думу РБ говорите сейчас или про кого? Да. Вот Дума РБ же, что вот мы будем устранять вот эту аффилированность там и так далее. Какие-то такие заявления были, но пока я не знаю, в общем-то, не вникал в курс дела. Еще одна тема, это вот съезд, который был назван съездом башкирского народа и был организован общественным движением «Башкорт» в декабре прошлого года. Этот съезд, мы рассказывали про него, как он проходил, ну, скажем так, с трудом, да, то есть одно помещение отказали, в другом там пожар случился и так далее. Вот в рамках этого съезда планировалось принять или создать некую стратегию башкирского народа. Развитие. Да, и об этом вы с Артуром Асафьевым на страницах Эдель Реали беседовали еще до Нового года. Вот здесь хотелось бы пояснить, да, что за стратегия такая, она для чего нужна? Ну, стратегия, она всегда нужна. То есть любому, даже человеку нужна, то есть жизненная стратегия, куда он идет и, в общем-то, для чего, что он собирается делать, да, то есть все, что до этого было, принимались разные программы. Ну, программа от стратегии чем отличается? Программа это просто вот, там, я не знаю, там, построить столько там башкирских школ, там, я не знаю, там какие-то количественные показатели, да, вот, но там никогда, в общем-то, в программах толком не объяснялось, в общем-то, какие-то концептуальные вещи, они не разжевывались. Вот. Я понимаю, что стратегия как раз вот должна не столько говорить там сколько школ, там сколько учителей там башкирского языка или чего там, вот, а сколько, в общем-то, понимания того, кто мы есть, значит, и куда, в общем-то, идем. Вот. Вот я думаю так. Ну, вот на ваш взгляд, да, на взгляд ученого, который как раз занимается историей башкирского народа, вот что должно быть, не знаю, ключевым моментом этой стратегии? Что должно быть прописано? В условиях, когда сейчас в стране, в принципе, идут как бы, ну, противоречивые процессы, в том числе, например, с языками, да, проблемы с изучением. Вот что должно быть в стратегии?
Но я уже сказал, то есть, и вот, понимаете, то есть... Конкретно башкирского народа, то есть более конкретные да, вещи я нужны. Вот ведь и сказал в общих чертах, что вот мы должны понимать, что будет, вот, допустим, с Башкир, что вот сейчас мы собой представляем, значит, что будет через 50 лет и так далее. Вы понимаете, вот, что да. сейчас башкиры из себя представляют и что должны представлять в будущем, конкретно, ваш взгляд личный? Говорить так, что собой представлять, очень много времени займет. Вот. Но, а что, значит, желательно, чтобы каковыми они были через 50 лет, но это тоже ведь вопрос очевиден. То есть, ведь речь идет о том, чтобы, значит, не потерять национальную самобытность, не потерять язык. И вот, в принципе, вот и все. Вот. Каковы? Потому что что можно вообще прогнозировать? Я вот, кстати, вот в публикации Асафьева так и сказал, там, что любая стратегия, любая программа, она, наверное, хорошо в первую очередь рефлексии на эту тему, да, чем вот реальными результатами, поскольку вот на моей памяти сколько программ не принималось, ни одна ведь она не была так и реализована, да, то есть принимает кучу программ, и в итоге что мы видим, давай по результатам, да, там процентов, наверное, там на 80 ничего, как правило, обычно не сбывается. Давайте пример приведем, какую-то конкретную программу, что планируется. Ну, была стратегия башкирского народа, ну посмотрите, значит, что там, давайте подведем там, что там, ну, я сам, такой огромный документ, там, какие были основные положения? Ну, что то же самое, вот делать? все, вот какие-то количественные показатели. Вот столько-то, столько-то, столько-то. Вот этого должно быть столько-то, да, я не знаю, ну, как это можно этого требовать, да, там, я не знаю, как, вот чтобы было там, чтобы не там 10, а там 50 историков, да, там, или там не столько там, не 10 там романов на башкирском языке, а 30, да, ну, как это можно требовать, так ведь это немножко... такое. И тем более вот сейчас мы же видим, что мир, в общем-то, находится в какой ситуации, и мы не знаем, что будет через там 3, там 5, 10 лет, да, то есть и любое такое стратегическое планирование там, да, там на 50 там, лет, я не знаю, ну, я немножко скептически отношусь к этому, но, повторяюсь, рефлексировать по этому поводу надо, то есть надо задумываться, потому что, ну, так просто вот жить бездумно, ведь и просто вот даже человек как не может не планировать свое будущее, ну, хотя бы какой-то образ будущего иметь в голове. Скажите, Салават, я вас правильно понимаю, что вот, в принципе, за все последние там уже 25, пусть будет лет, вот в этом направлении правильных шагов не было? Нет, почему? Правильно были, я же не об этом говорю, просто я говорю, значит... Ну, реализация хромала. Да все там хромало, там и реализация, и прогнозирование, и так далее. Ну посмотри, что вот, как можно прогнозировать чего-то, да? Вот. У нас, вы видели как хотя бы одного, даже вот там какого-нибудь эксперта там, на федеральном уровне, чьи прогнозы сбывались бы, да? Там вот он сказал, вот и произошло. Вот у Хазина что-то однажды сбылось, и вот он уже лет 10 ходит, хвалится этим, понимаете? Вот, ну, поэтому... Настолько все быстро меняется, ты понимаешь, да, вот этот черный лебедь, там, тут стая лебедей, понимаешь, там над нами кружат. Насколько достаточно, вот, на ваш взгляд, полномочий, скажем, ресурсов у республиканской власти для того, чтобы вот в этом вопросе, да, в вопросе стратегии народа, я не знаю, что-то решать начать? Предположим, воля есть, желание есть, да. Есть знания. Вот насколько они действительно способны повлиять на эту ситуацию? Нет, ну тут я думаю, что все от общественников в первую очередь зависит, да, то есть я же говорю, вот стратегия, она... Вот не столько вот эти вот количественные показатели, да, я же говорю, вот там-то построить это что-то, понимаете, то есть, что там самим нужно просто понять, вот здесь должна быть проведена большая работа историков, социологов, там, я не знаю, демографов и так далее, да, которые должны просто понять, вот, в чем проблема и хотя бы что-то, а это невозможно без скажем, прогнозирование там общероссийской, общемировой ситуации, да, вот здесь поэтому это очень сложно. А как вы относитесь непосредственно к деятельности той же самой организации «Башкорт», съезд которой по разным причинам переносился, да, в течение нескольких дней, в течение там, и по разным помещениям? Вот как относитесь непосредственно к деятельности организации и почему ее деятельность вот так преследуется? Ну, это вопрос вы сложно задали. Ну, наверное. Ну, в принципе, их деятельность полезна. Почему? В чем сложность? Почему? Ну, как сказать? Ну, не хочется говорить там какие-то огульные вещи там и так далее. Поэтому я
Если ты о чем-то не знаешь, если ты до конца не понимаешь природу того или иного там явления, то есть как-то... Ну, в принципе, эта деятельность, она больше полезна, а какой-то результат она вот оставляет положительный или больше вреда? Я не знаю, там дискредитация какая-то, может быть, происходит, идеи национальной. Потому что разные мнения на этот счет. Кто-то говорит, что все-таки есть здравое зерно, какие-то полезные моменты. Но я считаю, что там, если мы говорим о национальном движении, то есть, да, то есть без всякого, значит, негативной коннотации, просто вот как любой народ есть, у него всегда есть национальное какое-то движение, должно быть, по крайней мере, так, у любого русского народа, там, у марийского, там, у мордовского, какого угодно. Вот. В этом плане, что, значит, если это нормальное движение, то там должен быть весь как бы спектр, да, мнений представлен. То есть они тоже отражают какой-то, значит, спектр мнений определенной части населения, так скажем. Если вот мы говорим там ВКБ, он полностью провластный, например, там, допустим, Курултай-Башкир всемирный. Да. Курултай-Башкир провластный, значит, фактически продолжение государства. Мы говорим, что, например, Конгресс башкирского народа — это какие-то центристы, такое срединное положение, то есть вроде как не особенно оппозиционные, но в то же время не хотят прогибаться под власть и, там, скажем, отставить какое-то свое мнение, да, то всегда есть какое-то там радикальное, да, там крыло чего-то. Ну вот, допустим, если хотите, пусть это будет, допустим, крылом вот это движение Башкорт. Вот. Поэтому радикально, может, это не то слово, но, по крайней мере, там свой спектр мнений, которые они отражают, то есть транслируют чью-то точку зрения. Вот, пожалуйста, в этом плане я, так сказать, особых проблем не вижу. А какое место вот в этой, я не знаю, там линейке, что ли, политических взглядов занимает Айрат Дильмухаметов и его позиция по башкирскому вопросу? Ближе, я не знаю, там, к радикалам, с центристам или кому? Ну, Айрат сам по себе, он, значит, человек партии, поэтому... Человек как? Партия? Человек партия, сам по себе. Ну что ж, мы благодарим нашего гостя. Время программы подходит к концу. У нас в студии был руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР Салават Хамидуллин. Мы прощаемся с вами. В студии была Елена Черкова. Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Спасибо и пока. До свидания. До свидания.